Реконструкция подстанции Алахадзы предусмотрена за счет инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2023-2025 годы. Объем финансирования составляет 350 миллионов рублей. Руководитель Минэкономразвития России Максим Решетников и вице-премьер-министр экономики Абхазии Кристина Озган осмотрели подстанцию, поинтересовались ходом работы и сроками их окончания. Ремонт подстанции устранит существующие ограничения для подключения к электросетям города Гагра и новых туристических объектов. Далее делегация направилась к месту строительства очистных сооружений в селе Алахадзы. Работа по налаживанию канализационной системы здесь была начата в 2019 году в рамках программы соцэкономразвития. Ввод объекта в эксплуатацию позволит очищать сточной водой Гагры и Пицунды. Завершить работы планируется в 2024 году. На данный момент выполнено 3 этапа проекта. Построено 5 канализационных станций на сумму 211 миллионов рублей. Вторым этапом у нас была реализация мероприятия по очистным сооружениям. Третий этап у нас коллектор, который напорный коллектор, соединяющий город Гагру с очистными сооружениями. То есть все сточные воды по этому напорному коллектору будут доходить до очистных сооружений. Коллектор у нас проложен. В прошлом году мы завершили мероприятие, там 10 километров. Его запустили, да, по-моему? Его не запустили. Пока мы не можем сюда подать стоки, так как у нас пока объект не готов. Ну, то есть вы его тестировали, да? То есть пусконаладка вся прошла, да? Опрессовка прошла, и консервируем его до тех пор, пока мы не запустим очистные сооружения. Далее Кристина Озган и Максим Решетников посетили Пицунду и осмотрели место, где планируется строительство гостиничного комплекса «Москва-Резорт». Повышение уровня сервиса – следующий этап развития туристической отрасли, подчеркнул Максим Решетников. Здесь, что касается туризма в Абхазии, важная задача, скажем так, следующего этапа. Да? То есть сейчас вот люди уже поехали, но задача следующего этапа – это, конечно, повысить уровень, качество, соответственно, и в каком-то смысле, да, и за это можно тогда уже просить и честную цену. Вот республика очень много для этого делает, вкладывает и в энергетику, и вот сейчас по воде тоже обсуждали все эти вопросы. Ну и разумеется, что это не только все делается для новых объектов, это в целом делается и для Гагры, для Пицунды. Потребности они есть, они ощутимы, мы как раз пытаемся покрыть. Авторы проекта рассказали о проделанной работе и о том, что планируется. Планируем закончить первый этап в конце этого года. И уже с первого квартала следующего года выйти на строительство. Хорошо, вы за тех условиями на подключение к энергетике, к воде, к канализации все обратились? Да, обратились. У нас уже 2 совещания было, уже мы 2 как раз совещания эти было, вопросы обсуждали эти вопросы, получены часть ответов. Ну, то есть в целом понимаете, какие затраты на энергетику, что придется линию строить, да, тут где-то 10-11 километров, понимаете, что надо будет коллектор как бы сделать, да. Ремонтные работы на подстанции БЗИП проходят также за счет средств инвестпрограммы. Подстанция является основным центром питания Гагрского и Гудаутского районов. Введена в эксплуатацию в 1964 году. Ее реконструкцию планируют завершить в 2023. Работы выполнены на 95%. Далее Кристина Озган и Максим Решетников обсудили ремонт ПС «Дранда», которая совместно с подстанцией Агудзера будет обеспечивать электроэнергией Сухумский аэропорт и полигон твердых бытовых отходов в селе Кацыкыт Голрыбского района. Также необходимо строительство новой воздушной линии электропередачи. Ориентировочные затраты на модернизацию подстанции и строительство ЛЭП составляют около 500 миллионов рублей. Питание с обоих подстанций они должны получать по 10 киловольт. Одно постоянное, другое резервное. А первой категории по нашей энергосистеме не получается, потому что у нас одно питание. Да, одна точка входа. Вот это имеется. Зачем делать 2 подстанции, когда можно за эти деньги купить нормальную генерацию? Нет, зачем делать вторую подстанцию? Да, да. Нам надо просто понять, какой Но вы вариант тогда более... тут надо С обоих сторон было с советских времен, с обоих подстанций не имели питания. Ну, это нам надо сесть и концептуально все-таки просчитать. Надо И с с Минэнерго, Минэнерго посоветоваться, и с потом. нашими, и принять решение. Затем Кристина Озган и Максим Решетников направились в село Кацыкыт, где идет строительство полигона твердых бытовых отходов. Это будет первый обустроенный мусорный полигон в Абхазии. Его общая площадь составляет 36 гектаров. Есть потребность в реализации таких мероприятий, но вот мы начали с Гулерибского района. Полигон рассчитан на Гулерибский район и на город Сухум.
под строительство полигона выделено у нас 36 гектаров земли. Но на первом этапе мы сегодня задействовали 4,5. То есть это дает нам возможность расширения. Котлован у нас 2 гектара, изолирован бентонитовым матом и все по последним технологии, так чтобы То есть инфильтрации, чтобы не было. Какая технология тут? Сортировка на 12 постов. 12 человек внутри работают, сортируют. То есть мусор. сюда вываливаются? Сюда вываливают, вот прям сюда. Да. Все поднимается, там сортируется. Значит, Фракции достаются. фракции да? достаются, прессуются. Металл, пластик, бумага. Органика поступает к нам на сам котлован, трамбуется и, в принципе, в дальнейшем уже, когда он там заполнится, мы приблизительно рассчитываем при правильной сортировке около 6 лет. Первая карта нам даст возможность работать на этом полигоне. Дальше рекультивация и следующая карта. Обслуживающие организации. Тариф это там потом позволит делать нормальные карты? Да? Ну, у нас данное направление дотационные города, вот, допустим, есть у нас спецавтохозяйство в городе Сухум, которые датируются из городского бюджета, они, в принципе, занимаются утилизацией. Схема так и должна работать, Да. бюджет должен сопровождать. Но мы, Максим Иванович, предполагаем, что... Ну, тут тоже ведь момент какой. Бюджет должен гражданам помогать, да? А с учетом того, что туризм и так далее, отели-то должны платить нормальную стоимость, чтобы потом дальше расширяться. А то странно получается, что бюджет датирует, приезжих так, в общем. Ну и рассчитываем на то, что это предприятие, которое будет обслуживать данный полигон, сможет выстроить работу таким образом со вторсырьем, для того, чтобы вы могли содержать... Да, вторсырье это такой дополнительный фактор. Экономика сильно лучше, если правильно все делать. На данный момент на полигоне оборудован котлован для отходов, установлена сортировочная линия, заказаны очистные сооружения. Также планируется сделать ремонт дороги к полигону. Введение в эксплуатацию обустроенного полигона позволит размещать основной объем отходов в центральной и восточных частей республики. Гугу Савардани, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.